Большой скандал с таджиками. В каком страшном преступлении обвиняют наших соотечественников? Подписывайтесь на обновление и точно будете в курсе всего самого важного. 4 уроженцам Таджикистана, подозреваемым по делу об отравлении шаурмой в Львове, Курской области, предъявили обвинения по пунктам А, В, части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы области в Телеграм. Для 3 подозреваемых 50-летнего владельца киоска Шаурмана Гагарина Мансуршох Файозова, его 23-летнего племянника Шахриера Файозова, который работал поваром, а также матери этого молодого человека Дилбар Санговой, которая тоже готовила шаурму, суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца. Еще одного 21-летнего повара Парвиза Алимарданзада, временная регистрация которого в Львове истекает 17 сентября, заключили под стражу на 1 месяц и 29 суток. Владелец торговой точки и повара были задержаны в пятницу сотрудниками Следственного комитета в рамках расследования массового отравления шаурмой во Львове. По информации Министерства здравоохранения Курской области, 22 человека обратились за помощью, в том числе 8 детей и подростков. Одна из отравившихся, 23-летняя девушка, умерла от инфекционно-токсического шока. Уроженцам Таджикистана по статье 238 грозит штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительная работа на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей. Точка быстрого питания Шаурмана Гагарина работала около 6 лет и была одной из самых популярных в городе. Местные говорили, что там делают самую вкусную шаурму. Этим летом в разных регионах России прокатилась волна массовых отравлений шаурмой. Больше 100 человек отравились шаурмой в Братске. Как выяснилось, в кафе доставляли просроченное мясо. Также 19 человек отравились шаурмой в Магнитогорске. В ней потом нашли сальмонеллу. А недавно больше 50 любителей шаурмы, в том числе 13 детей, были госпитализированы во Владимире. Причиной отравления стала сальмонелла. В ближайшее время в Госдуме планируют обсудить стандарт шаурмы. В заседании примут участие Роспотребнадзор, Минздрав и профильные эксперты. Как вы относитесь к такой ситуации? А почти 70 килограммов наркотиков изъято на пограничном таможенном посту Сариосио Сурхандарьинской области Узбекистана. Их пытались провести под обшивкой кабины грузовика, сообщает подробно УЗ, со ссылкой на таможенное управление Сурхандарьинской области. Наркотики были обнаружены утром 7 сентября на пограничном посту при досмотре грузовика «Вольво», который приехал из Таджикистана. По данным источника, по документам, грузовик значился пустым. Однако по итогам рентген-изображения инспекционного досмотрового комплекса сотрудники таможни и военнослужащие пограничных войск СГБ провели углубленный досмотр машины и обнаружили под обшивкой кабины 66 пакетов с наркотиками. Их общий вес составил более 69 килограммов. Всего было обнаружено 30 пакетов с почти 32 килограммами героина, 36 пакетов с чуть более 37 килограммами гашиша. Другие подробности в сообщении не приводятся. Таможенными органами возбуждено уголовное дело по данному инциденту и ведется следствие. Как вам такая пустая машина, направлявшаяся из Таджикистана, и поток наркотрафика, который существует между странами Центральной Азии? Как вы думаете, его можно как-то придушить и избавиться от него? Или он будет всегда у нас? Пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.